В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Власти региона ведут работу для регулирования цен на недвижимость. Международный научный семинар четвертичной палеонтологии и палеоэкологии Якутии стартовал в Якутске. Школьники из республики стали финалистами конкурса «Большая перемена». Начнем с эпидобстановки в регионе. 284 новых случая коронавирусной инфекции выявили за минувшие сутки. В Якутске 137 заболевших, в Алданском районе 16, в Нерюнгринском 14, в Мирнинском и Хангаласском по 12, в Усть-Алданском районе 10 случаев. В Мегино-Кангаласском районе 9, в Ленском и Нюрбинском по 7, в остальных районах республики от 1 до 6 случаев заболевания. За сутки лабораториями республики проведено 2437 исследований. По данным медицинских организаций, на сегодняшний день в тяжелом состоянии находится 140 человек. На искусственной вентиляции легких 37 пациентов. Врачи не устают напоминать, прививка от коронавируса поможет избежать тяжелых последствий болезни. Уважаемое наше старшее поколение, на сегодняшний день вакцинация – это одна из самых эффективных мер профилактики заболевания и способ избежать тяжелого течения в случае заражения. Хочется отметить, что в течение нескольких последних недель увеличились темпы вакцинации, а это свидетельствует о том, что все-таки наше население очень серьезно относится к своему здоровью и понимает ту значимость иммунизации, которая может прервать цепочку заражения. И мы должны с вами, дорогие друзья, достичь 80% коллективного иммунитета. Северо-Восточный федеральный университет стал площадкой обсуждения развития медицины Якутии. Он в 12-й раз принимает Конгресс экологии и здоровья человека на севере. Мероприятие в этом году посвятили столетнему юбилею видного государственного, общественного и научного деятеля Якутии, заслуженного врача РСФСР и Якутской ССР Прокопия Петрова. Сейчас в СВФУ проходит торжественное открытие Конгресса. Наша съемочная группа находится там, и корреспондент Мадина Халикова выходит на прямую связь со студией, чтобы рассказать нам подробности мероприятия. Мадина, приветствую, передаю тебе слово. Кристина, добрый день. Мы сейчас находимся в точке кипения университета СВФУ. И за моей спиной вы можете видеть, уже идет медицинский конгресс. Национальный медицинский конгресс. Открылся он буквально несколько минут назад. И идет он в очно-заочном формате, потому что все-таки пандемия, и, к сожалению, не все участники смогли приехать, но многие, практически все регионы нашей страны сегодня присоединятся, сегодня и в течение следующей недели присоединятся к Конгрессу, будут обсуждать темы инфекционных заболеваний в первую очередь, но и лечения других заболеваний. Также присоединится медицинское и научное сообщество. Планируется участие более 1500 человек, а также специалистов из других стран. Это Япония, США, Канада, Нидерланды и Казахстан. О целях медицинского конгресса мы сейчас поговорим со Снежаной Слепцовой. Она сейчас находится рядом со мной. Это заместитель директора медицинского института СВФУ по науке. Снежана Спиридоновна, здравствуйте. Добрый день. Расскажите о целях, собственно, этого конгресса. Он уже проходит 12-й раз, и насколько важно участие республики в нем. Очень отрадно, что наш традиционный ежегодный конгресс проходит именно в год науки и инноваций, объявленный в Российской Федерации, и в год здоровья, который объявлен у нас в республике. И основная цель нашего конгресса все-таки это объединение ресурсов науки, практики, образования для того, чтобы решить стратегическую задачу – это сохранение здоровья населения нашего региона. У нас запланировано более 50 различных мероприятий. Это конференции, симпозиумы, круглые столы, аспирантские чтения, мероприятия для студентов, квесты. И в нем привлечено,
практически вся научная общественность республики, медицинские организации, то есть врачи из практического здравоохранения, а также выступят с докладами около 90 наших лекторов, спикеров со всей нашей территории огромной страны. И кроме этого, как вы сказали, конечно, будут и зарубежные доклады, которые мы все с удовольствием послушаем в эти дни. А что будет принято по итогам Конгресса? По итогам Конгресса у нас традиционно принимается резолюция. Она принимается совместно с нашими организаторами, это с Министерством здравоохранения Республики Саха-Якутия и с Якутским научным центром комплексных медицинских проблем. Спасибо большое. Надеюсь на плодотворную работу всего медицинского сообщества. Желаем вам удачи. А я также хочу сказать, что сегодня состоялось торжественное открытие. Продлится Конгресс до 19 ноября, но также будут мероприятия проходить до декабря месяца для тех, кто не успевает просто вместиться в эти даты и числа. Поэтому и молодые ученые, уже опытные специалисты из области медицины, инфекционисты, генетики будут участвовать в этих мероприятиях. Но мы будем следить дальше за развитием событий. На этом у меня пока вся информация. Кристина. Спасибо, Мадина. Об открытии Конгресса в Северо-Восточном федеральном университете нам рассказала моя коллега Мадина Халикова. Ну а мы продолжаем. Для регулирования цен на недвижимость региональные власти ведут ряд работ, чтобы местные застройщики не поднимали цену за квадратный метр. По словам министра архитектуры и строительного комплекса республики Павла Калатчанова, ведутся работы по подготовке строительных площадок и застройка новых кварталов. Так, сегодня в районе ДСК началось возведение нового квартала «Звездный», где по итогам будет построено более 260 тысяч квадратных метров нового жилья. Региональные власти надеются, что такая работа даст возможность увеличить конкурентную среду среди застройщиков и сдерживать рост на недвижимость. Вместе с тем на рост цен за 1 квадратный метр также влияет и удорожание строительного материала, что также существенно отражается на рынок недвижимости. Но учитывая то, что государство не регулирует цены на рынке первичного, вторичного жилья, мы здесь видим одной из мер – это увеличение предложения на рынке недвижимости. Соответственно, будет конкуренция, соответственно, у людей будет больше выбора, и в условиях рыночной экономики застройщики будут вынуждены, конкурируя между собой, выставлять более привлекательные условия, в том числе и по стоимости. В настоящее время активно ведется работа по подготовке строительных площадок. Мы уже в текущем году начали застройку квартала Воинская, микрорайон Звездный, в котором планируется более 260 тысяч квадратных метров жилья, и на сегодняшний день уже 7 многоквартирных домов приступили к строительству. В историческом парке «Россия. Моя история» состоялось закрытие 9-го фестиваля науки, которое было посвящено Году науки и технологий в России и Году молодого исследователя в Северо-Восточном федеральном университете. Основная задача мероприятия в доступной и интересной форме – рассказать о последних достижениях науки, а также познакомить с прорывными исследованиями во многих областях. Отметим, что принять участие в фестивале в качестве слушателя мог любой желающий. Фестиваль проходил в дистанционном формате. Фестиваль становится, это мое мнение, становится достаточно интересным. Но, конечно, если бы не совсем полностью онлайн-режим, то он был бы, может быть, для наших зрителей, для наших юных участников, для нашего более старшего поколения участников, было бы он, может быть, намного интереснее. Но с прошлого года мы проводим в онлайн-режиме, но в этом году попытались сделать какой-то мини-формат какого-то гибридного момента, чтобы не просто там какие-то заснятые заранее ролики в Ютубе показывали, но и уже чисто онлайн-режиме общения с народом, онлайн-лекции. Но лекций в этом году стало чуть-чуть меньше, в процентном соотношении, но больше было какого-то актового, нового, увлекательного. Тем временем в Якутске сегодня начал работу двухдневный международный научный семинар «Четвертичная палеонтология и палеэкология». В нем в очно-заочном формате принимают участие как российские, так и иностранные ученые. Научное мероприятие посвящено 85-летию со дня рождения видного якутского ученого Петра Лазарева, по инициативе которого в 1991 году был создан Всемирный музей мамонта. Сегодня музей мамонта – это не просто место, куда приходят тысячи людей, чтобы полюбоваться
уникальными находками мамонтовой фауны, но и весьма самостоятельное научное учреждение. Музей входит в состав Северо-Восточного федерального университета и является его визитной карточкой. Музей за эти годы собрал тысячи различных экспонатов древних животных. Среди известных палеонтологических находок – мамонты, шерстистые носороги, пещерные львята, древние собаки, зайцы, а также туша древнего жеребенка. Когда был создан Всемирный музей мамонта, все исследования у нас потихоньку начали концентрироваться именно в Якутии. Здесь огромная заслуга именно Лазарева Петра Алексеевича. И то, что сейчас наша республика является действительно одним из даже мировых лидеров по исследованиям мамонтовой фауны, здесь его заслуга, она тоже несомненна, потому что он стоял у истоков. Хочу сказать, что у нас в Якутске будет создан Всемирный центр мамонта, который станет действительно консолидирующим центром всех исследований мамонтовой фауны. Не только якутских, но и многих российских институтов, которые занимаются этим вопросом. И это будет действительно центр притяжения мировой палеонтологической науки. В эти часы в Якутске в рамках всероссийского проекта «Билет в будущее» проходит мультимедийная профориентационная выставка. Мероприятие призвано в интерактивной форме познакомить школьников с миром профессий, элементами различных отраслей и рынком труда. Детали знает мой коллега Власий Сергеев. Он сейчас выходит с нами на связь. Власий, здравствуй. Что входит в программу выставки? Кристина, здравствуй. Я сейчас нахожусь в историческом парке «Россия. Моя история», где буквально час назад стартовала работа мультимедийной профориентационной выставки. Ее программа включает в себя два этапа, которые проводятся в игровой форме. Ну что ж, перейдем к этапам. В рамках первого этапа учащиеся столичных школ с 6 по 11 классы прошли интерактивные тесты, а также посетили инсталляцию, посвященную профессиям по 8 направлениям. Отмечу, что каждое направление, в свою очередь, включает в себя 4 отрасли и более 40 профессий. Суммарно же у участников выставки имеется возможность познакомиться с более 30 профессиональными отраслями и более 300 профессиями. Согласитесь, впечатляющие цифры. Что касается второго этапа, то как раз сейчас в этом зале у нас идет работа по этому блоку. Здесь дети уже приступили к практической части. Например, мы можем увидеть, как здесь у нас идет работа по программированию. Вот сейчас слева от меня идет группа, занимается генной инженерией. И на самой крайней площадке дети знакомятся с видеопроизводством, а именно полным ходом у нас идет монтаж видеооткрыток. На выставке у нас представлены и другие профессии, такие как графический дизайнер, IT-медик, веб-дизайнер, сити-фермер и другие. А подробнее о целях и, конечно же, важности мультимедийной выставки нам рассказал директор исторического парка «Россия. Моя история» Дмитрий Соловьев. Предлагаю послушать. Главная задача этой выставки – представить профессии будущего. Те профессии, которые сейчас приобретают особый интерес не только у молодого поколения, но вообще в мире формируют новую экономику, новое сознание, новые смыслы. Мы видим бурное развитие в последние годы, и это развитие, оно связано в первую очередь с развитием новых технологий, каких-то очень интересных, ранее довольно-таки необычных компетенций. И то, с чем сейчас молодежь и мы сталкиваемся в своей повседневной жизни. И мы знаем, что Министерство образования Российской Федерации в рамках приоритетного проекта образования, в рамках проекта «Успех каждого ребенка» реализует различные формы и постоянно настраивает способы подачи информации для того, чтобы наше молодое поколение смогло уже на этапе 6 класса начинать знакомиться с определенными новыми профессиями, обретать новые навыки, новые понимания.
Я еще хотел бы отметить, что выставка здесь, в историческом парке «Россия. Моя история», будет работать до 20 ноября. Ну, еще добавлю, что помимо этой выставки, участие в которой допускалось строго по предварительной регистрации, работает и сайт. Благодаря нему любой желающий может ознакомиться с так называемой примерочной профессией, игровыми тестами, разделом для родителей и различными материалами о профессиях. По словам организаторов, для тех образовательных учреждений, которые не смогли принять участие в этой выставке, обязательно будет предоставлена возможность в следующем году. У меня на этом все. Подробнее о данном событии смотрите в вечерних новостных выпусках. И сейчас я передаю слово студии. Спасибо. О профориентационной выставке нам рассказал мой коллега Власий Сергеев. 3 якутских школьника стали финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена», который прошел с 9 по 13 ноября в Международном детском центре «Артек» в Крыму. Якутию представили 11-классники из столицы республики: Анна Иванова из средней образовательной школы номер 15, Константин Саркисов из школы номер 33 и Екатерина Мерикянова из городской классической гимназии. Всего в этом году в финал из 2,5 миллионов участников вышли 1500 человек из разных регионов России. Победителями стали 600 старшеклассников, среди которых 300 11-классников, которые получат образовательные гранты и дополнительные баллы к портфолио при поступлении в вуз. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь на нашем телеканале.